Всем привет! Всем привет! Хочу немножко рассказать. Год назад, 17 мая 2024 года, я нахожусь на своем населении, Коткоросский район, деревня Вылев. Со мной, конечно, замечательный лодочный ПВХ. А хочу назад, прошлогодний год, 17 мая, вылепские мародеры, вылепские живодеры, воры, вандалы и многое другое. Я, конечно, все могу это рассказать, все смелости. Итак, как было прошлогодний весна. Самый, кто смотрел мой зеленый лодка, малютка с самого начала, как я разбирал, красил, восстановил, удлинил до 4-метровой лодка. Ну, это короткий вам рассказал. А хочу сразу прямую, как мою лодку утопили и кто утопил, и кто это сделал. Конечно, это только из рук вылепские мародеры, молодежи. Ну и браконьеры, конечно. Почему? Я это все равно буду рассказывать про браконьеров, про мародеров, живодеров даже. Всех я хочу отдельно рассказывать. Итак, вот скажите мне, вот, кто это мог делать, вот такие, мою лодку самодельной, конечно, но удлинили лодку, это уже почти уже половина самодельной, а половина лодка купленная, малютка, алюминиевая лодка. На моем фото, на экран вам я само собой снимаю веслом. Вот эта лодка была прошлогодней, майские праздники. Но сегодня 14 мая, а заранее хочу это все снимать, чтобы все успеть, все рассказывать, все этих вылепских мародеров наказать, кто это сделал, и как их наказать, и как их найти быстро. И, ну и про лодку, конечно,
искать, конечно, не смог, потому что вода большая половодье. Но даже в этом году вот сейчас немножко поднялась вот на этом, как будто карьер стало. Но тут идет на поворотах выход река Вишера. А тут тоже в этом году вот на этом только поднялась вода и все. Вот за это я лодку пустил на воду. Мои зрители, конечно, никто не смотрит, и пока никто не пишет мои комментарии. А кто смотрит сейчас, я знаю, кто это смотрит. Это, конечно, живодеры, мародеры смотрят. Так, со мной, конечно, овчарка. Я уже в прошлом году, конечно, почти всех рассказал, кто это сделал. Конечно, это только из рук браконьеров. Потому что из браконьеров я трогал их китайский сеть, незаконная китайский сеть или финский сеть. Вот за это они мою лодку толкнули или затопили неизвестное место, какое-то черное место. Но большая вода, конечно, моментально может утопить. Алюминиевая лодка, он утопится как камень. Он все равно утопится легко. Но вот эти крединовые лодки, конечно, все-таки держатся вот такие, да. А алюминиевые никак, потому что у них нету пенопласт, защита, ничего нету у них. Вот за это он быстро утопился. Вот. Вот. Извините, что ветер дует. Сейчас пока никто не пишет. Ну и что? Может, и эти вандалы смотрят, лживые соседки и так далее. Пусть смотрят, пусть слушают мои слова акцентом и поймут, кто это сделал и кто это делала. Вот. Хочу вот за это я вышел в прямой эфир из-за резко изменяется погода, ветер сильно стало дуть, из-за этого я пустил на воду раньше. А если на реках пускаю, там вообще сильно дует. Тут все-таки кусты держатся, вот такие деревья в кустах, все-таки защищает от ветра. Вот и мой овчарка защитница. Пока мои подписчики не пишут, ну и пусть. Я это видео могу отдельно снимать. Даже это будет секретное видео, даже это другая совсем история. А про лодку, конечно, зеленая лодка была, малютка, камуфляжем красил зеленым, потом красил как камуфляж. Все идет, все было красиво, получилось. Но хочу немножко рассказать про лодки, зеленые лодки. Эта лодка, конечно, не наш. И не наш купленная лодка. Это у родных привезли к нам. Но он было состояние плохое, немножко было. Ну, немножко плоховато было. Из-за трещины там было. Вот. Там было немножко ремонт. Там почти уже не совсем. Ну и малютка, конечно, не очень высокая высота лодки, боковые лодки, конечно, не очень было
высота. Но вот такие резиновые лодки все-таки высота больше, да? Почти 40 сантиметров высота. И толщина, и даже диаметры. Диаметры, вот такие диаметры, конечно, очень даже. А вот, которая у меня прошлогодняя была зеленая лодка, конечно, у них ниже и не очень безопасно было даже. И даже очень даже было с мотором, лодочным мотором, очень было страшно. А этим все-таки безопасно. Резиновая лодка все-таки безопаснее. Вот. Дорогие друзья, кто еще не в связи, кто смотрит, а кто смотрит именно мародеров, живодеры и так далее, ну и браконьеры, пусть слушают и пусть смотрят, что я рассказываю акцентом, они поймут, они живыми словами могут перепутать мои контент. Но я тут рядом живу, вот на этом месте, конечно, рядом я живу, вон тут дома, мой дом. Не очень расстояние большое, где-то почти 200 метров, но более. Вот за это я лодку пустил на воду тут рядышком. Тут рядом речка, вот на этом речке, тут там мост, старый мост. А там уже почти уже гнилый, разбитый, даже опасно даже переходить. Вот недавно у меня вот там, видите, клеем, там было немножко воздух пускает. А почему? Потому что это все лодка, резиновая лодка, которым сделана, одноразовый резиновая лодка. Это считается все равно не вечный сезон, не вечный. Это если купишь новый резиновую лодку, это только гарантиям, то есть, скажем, вот обслуживание, сколько лет резиновая лодка держится, вот, и даже хранение, как хранишь зимой и весной, как надо хранить даже, вот это тоже очень сложное. Но это резиновую лодку надо хранить давлением, теплое помещение, гараж или, ну, у кого вот есть дом, теплый дом, вот наверху поднять на крыше, чтобы минус, чтобы не было, но более даже не было, вот градус -1 или нулевая даже, хранить помещение надо все-таки ему плюс. Но я, конечно, эту лодку я второй год уже так держим давлением. Знаете, про эту лодку я хочу сказать, она не вечная. Она, скажем, эта резиновая лодка одноразовая. Даже, скажем, вот только пользоваться редко, вот, скажем, вот какой-то на пруд или на озеро, маленький на озеро, или на маленький вот такие вот карьер, вот такой у нас, вот как будто карьер, вот такие только кататься, а на моторах неудобно, потому что такие маленькие лодки, ну, длина, конечно, 3 метра, 30 сантиметров, это очень короткая. Надо больше, где-то 5 метров. И резиновая лодка, чтобы было
полупластиковые, чтобы снизу, чтобы было пластиковое, а сверху камерная. Они просто так кожаная ткань, это и отдельная камера, вот такие вот камеры, вот трещины, вот отдельно склеено, вот такие, видите, это совсем все плохо. И ширина, вот эта ширина, это очень мало. Ему, чтобы давление, чтобы удержался крепко, видите, какая она крепкая, а надо клеить, чтобы ширина, чтобы было больше. Вот такие где-то ширина, чтобы не расстрелился. Вот это у меня проблема стала вот на этом месте, одну сторону. Но клей держится крепко, очень даже крепко держится. Видишь, как будто пластик стала. Представляете, она стала клей как пластик. Мне только понравился вот эта лодка. Вот такие алюминиевые пайола, вот такие. Мне только вот этот пайола очень нравится. А резиновая лодка ничего не нравится. Вообще ноль. Ну что, дорогие друзья, продолжаем мой замечательный прямой эфир. А кто, пока никто нет, мои подписчики пока молчат или работают. Но это я не закончу даже мой прямой эфир. Это будет продолжение про лодки, про прошлогодний, кто утопил или толкнул неизвестное место. Это будет продолжение, и продолжение каждый год, ежегодно. Вот так вот. Ну ладно. Мой хорошая Ирга. Ей уже не очень молодая, она уже лет 7-8 лет, даже более. Но она очень умная. Дорогие друзья, сейчас хочу еще продолжить. Но кататься, конечно, катаемся, потому что все сильнее, сильно даже дует стало. Прямо перед вами. Перед вами дует такая сила, дует, потому что приближается дождь каждый год, ежегодно. Вот так было постоянно. Ну вот, сейчас будем хочется даже кататься на лодках. А смартфон я не могу никак держать. Но штатив, конечно, я взял, но штатив горизонтально никак не поставишь. Но попробую вот так поставить горизонтально. Нельзя. 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 Фу. Ты куда?
Сейчас попробую на этом месте кататься вот так напрямую перед солнцем. Если будет вам видно, попробую вот на этом месте. Пока не так сильно дует, а попробую.
Ну вот. Ну вот и я немножко катался. Вот так вот. Но это тоже вот надо движение, физкультура на веслом. Этот всем, конечно, тоже нужен. Веслом лодочный иметь, кататься на пруд, большой пруд или на озеро, где тихое место, вокруг леса, вокруг дом. А у нас деревня, конечно, не очень. Везде открытая, везде мусоры, коряги, провода валяются, острые, даже стекло и многое другое. Но резиновая лодка, конечно, не очень безопасна если попадет разбитое стекло, провода и гвоздики. Очень много мусора плывут. То есть у нас пока еще идет половодье, но уровень воды падает потихоньку. Пойдем, пойдем, Ирга. Фу, нельзя. Вот. А сейчас будем, наверное, заканчивать, но это прямой эфир, будет продолжение. Когда будет такая замечательная погода, замечательный день. Но я вот заранее вышел в прямой эфир, но хотел 17 мая, когда мы лодку утопили или толкнули в неизвестное направление, неизвестное место, вылипкие мародеры, вылипские вандалы. Ну и браконьер, конечно, тоже. Только, скажу вам честно, только это сделал вылипкий браконьер. Только он мог это сделать. Ну и мародеры, конечно, тоже считается, что мародеры, то браконьеры одинаковые. Они не люди, они даже не уважают свои население, не всех. Даже их только уважают, кто их друзья, вот, например, скажем, вылипские бандиты, вот их только уважают. Вот так хотел название написать, но это будет обязательно, будет
прямой эфир. Скажем так, я обещаю даже. А сейчас будем заканчивать. И скажу вам, это будет продолжение. И сейчас будем немножко кататься, отдельные видео. Всем удачи, всем пока, до скорого.